Добро пожаловать на Литру! Этот проект придуман для того, чтобы познакомить нас, молодых ребят, с богатством литературы Башкортостана. Здесь мы читаем, анализируем, спорим, а вы смотрите и становитесь настоящими эрудитами. Литра – это проект, который научит понимать и ценить родную литературу. Кто, как не сверстники, лучше объяснят сюжетные хитросплетения легендарных произведений. Вместе познакомимся с героями романов, повестей и стихотворений. Поищем ответ на вечный вопрос: а что же хотел сказать автор? Здесь не будет оценок «отлично» или «удовлетворительно». Выдохните. Здесь каждый остается при своем мнении, и мы будем только рады, если вы после каждого выпуска отправитесь в библиотеку. Сегодня на уроке мы познакомимся с творчеством Мажита Гафури. Он классик башкирской литературы и собиратель фольклора. Его творчество стало национальным достоянием не только Башкортостана. В произведениях Гафури отражены социальные взгляды людей, живших в эпоху великих преобразований начала 20 века. Вы знаете этого человека? Нет. Нет. Я не знаю. Это Мажит Гафури. Хорошо. Знаете его? Да. Вы знаете этого человека? Не Мажит Гафури. Это Мажит Гафури. Не знаю. Нет. Это башкирский писатель. Очень классно. Нет. Знаете этого человека? Нет. Максим Горький? Нет, не Максим Горький. Ну тогда это самое, не знаю. Сами знаете? Да, знаю. Не могу сказать, это писатель, наверное. Писатель, да, башкирский. Писатель, башкирский писатель. А Гафури, что ли? Да. Ой, ну конечно, конечно. Мажит Гафури. Ну он такой молодой, такой красивый здесь. Не знаю, Максим Горький. Конечно, это Мажит Гафури. Похоже, Мажит Гафури. Да, все верно. Полное имя поэта Габдельмажид Нурганиевич Гафуров. Он родился в 1880 году в башкирском селении Зелим-Караново. В семье Гафуровых воспитывалось 5 детей, младшим из которых был Мажит. Отцу, деревенскому учителю, приходилось много работать, чтобы обеспечить детей куском хлеба. Начальное образование Гафури получил под руководством отца в сельской начальной школе. Затем способный мальчик учился в медресе соседней деревни Утяшево. С 13 лет осиротевшему Мажиту пришлось самому зарабатывать на жизнь и учебу, переписывая книги для богатых учеников медресе, готовя для них обед, а летом работая в поле. Сегодня мы обсуждаем произведение Мажита Гафури «Черноликий». Это достаточно сложная, к восприятию, возможно, повесть, но, ребят, как она вам? Понравилась или нет? Очень понравилось. Одно из лучших произведений, которые мы читали за эти передачи. Руслан Николаев, ученик 11 класса школы номер 97. Руслан обожает театры, ненавидит соцсети и отлично разбирается в истории. Оно глубокое, оно большое, оно интересное, оно затрагивает огромное количество проблем, имеет огромное количество каких-то смыслов, которые человек может понять, когда читает это произведение. И оно, к величайшему сожалению, конечно же, все еще актуально. Но при этом оно очень интересное, и я бы посоветовал всем прочитать ее, потому что, как бы говорят, даже там трудная для понимания, но книга не пряник, чтобы ее все любили, понимаете? Порой книга может быть жестокой, но она должна донести какие-то смыслы до человека, и это самое важное. Я согласна, мне тоже понравилось произведение, оно многослойное. Мария Гордиенко, ученица 10 класса Республиканской полилингвальной многопрофильной гимназии номер 1. Она не ограничивает себя только 5, спокойно может получить трояк по литре. Мечтает бить татуировки и снимать фильмы. Да, оно тяжелое, но не для восприятия, а сюжет. Да. Ты читаешь, и эти мысли, они загружают тебя. То есть одно дело, когда ты читаешь книжку с таким легким ветреным сюжетом, и тебе жить хорошо. Но тут ты читаешь настоящие актуальные проблемы, тебя заставляет это задуматься. Ну, это неплохо, потому что надо думать. Да, я соглашусь с вами, мне очень-очень понравилось это произведение. Хотя я такой мягкий человек, но мне прям было в удовольствие читать. Я не скажу, что мне это произведение понравилось до конца. Оно интересное, оно заставляет задуматься о том, что такие проблемы, которые поднимаются в нем, до сих пор существуют. Дарья Карпова, ученица 11 класса школы номер 127. Ее хобби – приготовление десертов и пешие походы. Литература – ее любимый предмет в школе. Да, конечно,
произведение актуальное, интересное, но мне после него стало очень тяжело на душе. прекрасно. Очень жаль, Это значит, что она это значит, то, что актуальная. книга совершила свою цель. Я знаю, спорить на этот счет не буду, у каждого свое мнение. Просто я читаю тяжелую литературу под настроение. Видимо, может быть, настроение не то было. Мне показалось оно очень черным. Вот не зря оно названо «Черноликие». Мне самой стало очень неприятно. Мне под конец стало настолько тяжело все это переваривать, в себе разбираться, что я почувствовала, какое впечатление на меня произвела эта книга. Мне стало очень неприятно. И я Кстати, вот сейчас Нет, тяжело. сойдемся на том, что если оно оказало на себя какие-то эмоции, то это тоже говорит о том, что произведение хорошее, конечно, безусловно. конечно. Книга мне понравилась, но она достаточно тяжелая. Именно сам сюжет. Дарья Шепелева, ученица 10 класса гимназии номер 121. Она увлекается эстрадными танцами, пишет стихотворения и мечтает работать режиссером телепрограмм. Причем с самого начала произведения, было как бы грустно даже читать, но такой осадок остался после нее. Но на самом деле, если игнорировать такую литературу, это то же самое, что не говорить о проблемах, и их не будет. Поэтому я считаю, как бы не было тяжело на душе после произведения, нужно понимать, что эти проблемы, они, правда, к сожалению, актуальны, как сказал Руслан. Задевается проблема религии, религиозные устои не должны идти вразрез с человеческим прогрессом, наверное, можно С человечностью даже. Да, с человечностью. Вот эти вот религиозные устои не должны идти как раз-таки против любви, и мир должен стремиться именно к прекрасному, вот, уходя уже от этих каких-то устоев. Мажид Гафури много учился. В то время образование стоило денег, поэтому Гафури не мог позволить себе выбирать лучшие учебные заведения. Но он занимался сам. Юноша изучал языки – арабский, турецкий, иранский и русский. Не пренебрегал историей и географией. Интересовался восточной поэзией и классической русской литературой. Я хотела бы вас спросить насчет названия. Почему, вот как вы думаете, оно названо «Черноликие»? Я знаю, что в традициях башкирской культуры человека называют черноликим, когда он провинился. Тут смысл названия очень интересно раскрывается по мере того, как ты читаешь. Сначала кажется, что черноликие — это как раз Галиме и Закир, которые провинились, которых публично осуждают люди. Но потом становится ясно, что черноликие — это все те, которые жили в этом ауле, которые просто оклеветали любящих друг друга людей и физически наказали Закира, а Галиме от этого сошла с ума. И все это происходит из-за этих черноликих людей. И опять же, тут проблема в том, что как сильно общество влияет на людей. Вам не кажется, что наше такое ярое осуждение этих жителей аула, это как-то странно, потому что не от большого же ума эти люди этим занимались. Они, правда, жили в деревне. То есть вместо того, чтобы, правда, вот так вот руки в боки и говорить, ой, какие они плохие, нужно сказать, что бывают люди это делают там от скуки, от безработицы, да, от чего угодно. Я их не оправдываю, но тоже нужно с пониманием относиться. То есть, у каждого есть знакомые, которые тоже любят посплетничать, но легче как-то Значит, надо лишаться таких знакомых, в общем. Эти люди просто завидуют. Нужно, может, помочь им реабилитироваться. Я понимаю, что не нужно кидаться и спасать каждого, кто как-то себя ведет иначе, но все равно не нужно тоже думать, что мы самые святые люди на свете и никогда никого не осуждали. В таком случае ответь на вопрос. Зависть, она почему вообще формируется у человека? У людей нетрудолюбивых. Зависть возникает у людей, которые не устроены, у людей неблагополучных, которые сами в своей жизни ничего добиться не смогли, которые не могли добиться ни любви. Это же они не просто сплетничали, они не просто осуждали где-то в сторонке, они именно нагнетали. Они оклеветали. Да, что под конец произведения
Галимэ сошла с ума. Она стала настолько беспечной, что, пойдя за водой в проруби, она просто утонула, она подскользнулась и утонула. Закира наказали. 100 ударов Кстати, плетью. Закир же тоже умер потом, под конец Да, произведения. он умер уже потом в городе. Закира наказали 100 ударами плетью. Он еле выжил, его отправили в городскую больницу, чтобы он поправлялся. Он даже на ноги встать не мог все то время, пока Галимэ, остававшись в доме дяди, пыталась свести концы с концами. Как насмехались над нею ученики медресе, когда они ходили по аулу и напевали песни очень непристойные, оскорбляющие. Ученики медресе, не школы, медресе. Я так и сказала. Нет, это важно, просто деталь, ну то, да. что ученики школ, ученики места, где должны учить любви к человеку, насмехались над больным, как бы тоже интересно. Они гнобили и главного героя. Ну да. Нет, Он заступился за Галимэ, сказал, что она его сестра. А они набросились на него, стали и его оскорблять, и при этом постоянно напоминать, что раз такой стыд и позор, конечно, куда же ты выйдешь из своего дома. Мы обсуждали в прошлый раз произведение Айбека, и мы сошлись на том, что в советское время тоже было очень неприятно в плане коллективизации и прочего, да, но ведь факт в том, что вот это произведение, оно показывает то, из-за чего все это произошло. То есть мы видим абсолютно морально и экономически разложенное общество, которое не имеет никаких моральных устоев, никаких нравственных устоев не имеет. По сути, это произведение, оно показывает кризис человека и кризис, в принципе, общества, и башкирского общества в том числе, кризис религиозный, потому что все религиозные догматы превратились из, условно, веры в что-то высшее, превратились просто в способ наживания денег, в способ обмана людей. И я думаю, в этом смысле произведение, оно очень показательно в том смысле, что показывает тот кризис общественный и религиозный, который тогда был и, к сожалению, еще не закончился. Маша, как их не осуждать сейчас, когда они осуждали других людей и довели их до такого состояния? Просто век иной, иные нравы были. Я понимаю, что нельзя их оправдывать. У них были моральные устои, кстати, просто они были, грубо говоря, неверными. Может, они правда верили, что они делают что-то благое для веры? Они выдали ее замуж, и она чахла там. Она умерла в этом браке. Какое там благое дело? У этих людей точно были моральные нормы, и устои определенные, и примеры поведения. Все это было. Сказать, правильно это неправильно, нельзя сейчас. Тут не в этом проблема, а в том, что люди завидовали, они злые, пропитанные вот этой вот завистью, и из-за этого просто совершали такие поступки. Это тоже мы должны понимать, что такое религия вообще в жизни человека. Религия должна учить нравственности человека. Это вот оплот нравственности, в принципе, в жизни. И когда этот единственный оплот гниет, когда этот единственный оплот, он не выполняет своих первоначальных функций, мы видим, во что это выливается, когда декларация каких-то религиозных норм, когда декларация шариата в итоге выходит за рамки человечности. Это, по сути, итог того, к чему приводит вот это вот гниение единственного оплота нравственности, религии, по сути. Первое стихотворение Гафури было опубликовано в 1902 году. Шакир Дамышана, молодой поэт, высмеял порядки медресе и преклонение учеников перед учителем, в чьих высоких моральных качествах Мажид сомневался. Разгневанный Ишан запретил юноше жить в школе, и он вынужден был снять частную комнату, которая вскоре стала местом для сбора социально активной молодежи. Я наткнулась на такой интересный факт о том, что, оказывается, это произведение, эта повесть основана на реальных событиях. Галимой представлена сестра София. София – это родная сестра Мажида Гафури, и она ему была как он выразился... Ближе, чем родная сестра, он говорит. Человеку, который может впервые открыть произведение, может показаться то, что это произведение о любви или о том, что общество восстает против любви. Но, по сути, даже произведение, оно о другом. Тут раскрывает, по сути, психологию толпы. То есть, что это вообще все за люди? Это люди неустроенные. К чему мы в итоге приходим? То есть, я хотел бы поднять вопрос, что произведение нам говорит? Оно же должно нам дать, условно, какой-то принцип поведения, как человек должен себя вести. Может, я выскажу какое-то непопулярное мнение, или вы более того меня осудите, но бывает такое, что в настоящей, реальной нашей жизни невозможно бороться просто одному.
Ты сколько ни работай, сколько ни пытайся что-то доказать своим родственникам, которые ударились в веру, ты все равно оказываешься неправ. И я бы на месте Галимы, я бы просто хитрила как могла. То есть тут для меня это кажется, просто... нужно было просто от них отдалиться, вот так поставить даже ты такую ничем не стену будешь и не отличаться. обращать, вот закрыться. Я кажется, понимаю, это но очень сложно. не это отличаться. показало Кто говорит, что мы произведение, у лучше меня не этого получилось. общества? Почему мы решили, что мы самые классные, никого не осуждаем? Ну, человек должен стремиться, по крайней мере, к этому. Мы же живем Ну, не это в животном я как бы понимаю, состоянии. что Вот мы нужно сейчас обсуждаем. стремиться, но в Человек общем, должен- стремление, оно должно как-то сепарироваться вот от этого, от глума над недалекими. Ну да, безусловно. Для этого нужны силы внутренние. Галима, она придавала значение всему, что там говорили вообще-то. В отличие, например, от Закира, которому этому значения не придавал. Вот тоже вот интересная деталь, то что Закир, когда он уходит в город, он говорит о том, что он всех, кто там был, то что он всех там рассудит. Но факт в том, что Закир, он сопротивляется. Закир находит в себе не только силы сопротивляться, он имеет и внутренние силы для того, чтобы не принимать этого. И при этом он не берет вообще в голову совершенно то, что говорит. Он не обращает на это внимания, в принципе, на все, что говорит общество. А Галима, она очень страдает из-за этого. Хотя по факту, на самом деле, если бы она абсолютно не то, что даже сепарировалась, если бы она просто не обращала на это внимания, находила бы в себе силы игнорировать весь этот бред, который там завистливые вот эти вот идиоты говорят, тогда бы все было бы гораздо лучше. Но это невозможно просто. Ты живешь все свои годы, да, в этой атмосфере, просто взять и понять, что ты всю жизнь делал что-то не так, что все вокруг тебя неправы, это невозможно. Знаете, вот мне сейчас мысль в голову пришла. Сейчас спор наш друг с другом очень похож на спор, который разгорается после прочтения драмы Островского «Гроза». Вспомните, Катерина ведь тоже имела выбор, что сделать со своей судьбой, что сделать со своей жизнью. Она ведь тоже могла что-то поменять. Ведь Галима тоже могла бы согласиться уйти к родителям, они бы могли взять все свои вещи и уехать оттуда за Закиром, который уехал в город. Почему бы нет? У всех был тот или иной выбор. Но тут проблема в том, что было такое время. Она не могла так сделать. Она зависела от общества. И Катерина в произведении Островского, в великом произведении, она тоже зависела от общества. И время такое было, что она не могла покинуть дом и просто уехать. Такое время, такие нравы. Ну, не знаю, я... Кстати говоря, да, но, кстати говоря, вот раз я затронула драму Островского, как и великое произведение этого писателя, произведение «Черноликие» было поставлено на сцене нашего башкирского театра драматического и получила золотую маску, если я не ошибаюсь. Это потрясающая постановка, и я очень рекомендую нашим телезрителям как-нибудь сходить обязательно в Башкирский драмтеатр и посмотреть эту постановку. Она снята даже, ее можно найти в интернете на башкирском языке. Ее снимал телеканал БСТ. Кстати, еще опера написана по этому произведению. И опера тоже. Нет, ну просто если мы проводим какие-то параллели с другими классическими произведениями, по-моему, тут более явные параллели с Горьким Максимычем, да, то что все-таки, если мы берем его произведение, тут по сути то же самое, тут там тот же реализм, те же свинцовые мерзости жизни, которые описывает Горький, но все-таки Горький, ну да, даже Мажит Гафури, они говорят о том, что человек должен найти в себе силы сопротивляться. Эта мысль сейчас наиболее актуальна, когда люди боятся высказывать свое мнение, потому что, ну, тоже там, средства массовой информации диктуют какие-то правила, какую-то Кстати, моду. мы сейчас находимся в средстве массовой информации, к слову. Ну, иные. Окей. Поэзия Гафури напоминает басни, причем с национальным колоритом. Позже в его творчестве появляется и романтическая составляющая, но даже при этом идея патриотизма и борьбы против несправедливости продолжают лидировать и в лирических произведениях. Сильное влияние на творческую биографию поэта оказала Первая мировая война. А Великую Октябрьскую революцию Мажит встретил с воодушевлением, возлагая и на нее, и на гражданскую войну большие надежды. Еще мне показалось очень обидным, как поступил Закир с Галимой. По-моему,
когда он вернулся уже во второй раз в свой аул, когда у них должна была быть свадьба, и Галиме уже находилась не в своем уме, он должен был бы ее забрать с собой, поговорить с родителями, может быть, они бы смогли переехать целой семьей, но он как-то должен был позаботиться о Галиме, а он просто оставил ее, уехал на работу в город, уехал в суд подавать на тех, кто вершил над ним расправу. Мне кажется, это было неправильно, надо было позаботиться о своей возлюбленной до конца. Если бы она была человеком, оставалась, если бы она человеком, она уже не была в состоянии личности, скажем так. Она все равно, она даже не то, что она была больна. Она дело, когда человек болеет, допустим, там, простудой, температурой, да, это человек, который психически уже нездоров. Она больна душевно была. Да, это душевная болезнь, она уже, ну, там говорят то, что типа уж лучше пусть она или умрет, или пусть она будет, или пусть она выздоровеет, потому что, ну, это состояние вегетативное, по сути. Просто уехал. Разве это справедливо по отношению к Во-первых, он Галиме? уехал искать справедливости. Во-первых. Да, но Всё-таки. мог бы поехать с ней. Ну, так. Я думаю, даже она если же- бы он ей предложил, она бы не согласилась, потому что она сама как бы подвергалась общественному мнению. Как бы сейчас выразились юристы, она недееспособная личность. Мы уходим в частности, все-таки произведение не о том, что Закир ее бросил. Мы с вами обсудили произведение, давайте еще поговорим насчет самого автора Мажита Гафури. Что вы можете про него сказать? Может быть, вы что-то читали еще? Стихи, например? Только вот стихи я читала, к сожалению, не прозу. Вот, люблю его лирику, она очень образная, богатая на средства выразительности. После нее остаются очень интересные чувства внутри, в душе, которые просыпаются, когда возвращаешься к этим произведениям. Они никогда будто бы не утихают, оставляют после себя след. Да, мне тоже нравится лирика, потому что у нее неплохой перевод. Это Да, перевод тоже хороший можно. слог, такой легкий, но приятный. Ну, интересно то, что если мы говорим о жизни Мажита Гафури, то что он, ну там понятно, то, что там до 13 лет там, учился в медресе, но факт в том, то, что он в 13 лет абсолютно сиротеет. У меня параллели все еще с Алексеем Максимовичем. Так же, как и Горький, по сути, тоже с 13 лет, ну там с детского возраста, по сути, предоставлен сам себе. И он и учится, он там на рудниках работает. Работа на рудниках для такого человека, который вообще-то поэт, который станет в итоге поэтом и писателем, это такая очень важная веха, в принципе. Если мы будем как-то характеризовать его произведение, то это, скорее всего, реализм. Я бы сказал, что это такой башкирский Горький в позиции, если мы говорим только о прозе, потому что даже по тому, как написано, это очень похоже. Просто даже по тому, как строится произведение. Память о легенде живет. В Уфе есть мемориальный дом-музей поэта. Тут он жил и трудился. Также дом-музей есть и на родине народного поэта Зелим Каранова. Неотъемлемой частью Уфы стал памятник Мажиту Гафури перед зданием одноименного театра. В городе Ишимбай был открыт бюст Гафури, который в 1974 году заменен на памятник. В России почти 200 улиц носят его имя. Просто факт в том, что это было, к сожалению, к величайшему, все эти пороки общества, к сожалению, не поумнело совершенно. Мне кажется, все-таки Большинство. сейчас Толпа. мы стали более современным обществом, мы двигаемся, мы прогрессируем, но есть такие вот семьи, которые живут до сих пор по религиозным обычаям. У нас вместо религии теперь интернет. Не в религиозных же обычаях проблема, но это просто как в поговорке: заставь этого крестьянина молиться, он себе голову расшибет. Так не в религии дело просто в человеческой глупости. Сейчас то же самое. Диктуют, например, интернет какие-то моды, просто там, красоту. И если ты не вписываешься в эти рамки, ну, тебя, бывает, и не принимает общество. Дорогие телезрители, Проблема мы даже вновь скорее- пошли по второму кругу. Проблема даже скорее не в рамках, а просто в том, что большинство людей — это конформисты, которые не хотят иметь собственного мнения, не хотят иметь свои позиции, которым просто проще принять какую-то позицию в интернете, которая для всех является общепринятой. Я И согласна. просто принять, просто конформизм. У нас тотальный конформизм. И это произведение, оно изобличает всех конформистов, всех конъюнктурщиков, всех тварей, которые не имеют собственного мнения. Вот оно всем показывает, Но с как другой себя надо стороны, вести и как человеку. Понимаешь, мы взаимодействовать. спорим, и мы такие все обозленные на этих людей, но я тоже хочу их немножко оправдать. Они, правда, ищут какой-то островок, где они будут с единомышленниками. Я понимаю, что это не выход прибиваться к любой стайке, у которых странные какие-то устои в голове,
но все равно не нужно считать общество за стадо овец, потому что мы в нем живем. Итак, ребят, я думаю, на этой ноте нам нужно уже завершать. Как говорил великий Мустай Карим, у каждого своя правда, и спорить сейчас нет смысла. И как я обычно говорю, я настоятельно рекомендую вам прочитать данную повесть от Мажита Гафури «Черноликие». Нам она очень понравилась, и вы выразите свое мнение, напишите об этом нам обязательно. И в конце нашего выпуска по традиции мы слушаем стихотворение на башкирском языке. В этот раз хотим представить вашему вниманию великое творение Мажита Гафури. Кайда ярлы, кайда зарлы, кайда моңлы күп була. Мин шулар янында булам, улар менән килешеп була. Юк уларда төрле катлау, юк уларда эсселе, тыштары кирле. Бәләкин юк уларда эскәре. Юк тәкәллеф, юк эрелек. Ул тырышаһың, һин дә мин. Юк күңел, кырылыр тигән уй. Ул яһәттән мин имен.